Вітаю вас у програмі «Саба». Мене звати Єлизавета Церегрецька. Ми продовжуємо наш ефір. І зараз ми будемо говорити з нашою наступною гостею. Це Ольга Курносова, політичний експерт. Доброго ранку, пані Ольго. Хочеться в першу чергу обговорити все ж таки події нещодавні. Це те, що відбулося в зоні проведення антитерористичної операції. Цей пожвавлений обстріл, внаслідок якого були жертви з числа мирного населення. І, зокрема, повідомлення про вихід російських офіцерів із СЦКК, це спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування. Дуже вже багато реакцій, насправді, і від МЗС, і навіть від Російської Федерації. Але, втім, на вашу думку, це якось пов'язано з переговорами, до прикладу, Волкера і Суркова? Які в подальшому прогнози? Про що це говорить, на вашу думку? Это может быть, тут две, может быть, основные версии. Первая версия – это, шантаж, да, то, что очень любит практиковать Владимир Путин, то есть некое действие, да, которое вызывает естественную реакцию, и для того, чтобы вот это действие изменить, да, можно выставлять какие-то собственные условия. А второе, на мой взгляд, менее вероятная версия – это, собственно, констатация того факта, что вот в этом формате эта история уже перестала работать. И, собственно, вот как раз последние обстрелы, совершенно ужасающие, показывают, что они эти обстрелы прекратить не в состоянии. Вот я все-таки больше склоняюсь на первый вариант, тем более вы правильно говорите, предстоит встреча Волкера-Суркова, а переговорная позиция в России достаточно слабая, потому что чем торговаться-то? Торговаться-то особо и нечем. Значит, можно торговаться, как обычно они это делают, жизнями людей, в первую очередь, мирных. Такое, что ж... А стосовно обміну полоненими з російської, української сторони, ви можете якось це прокоментувати? На вашу думку, це станеться? Тому що, якщо чесно, ці постійні перипетії, оці розмови, вони, не знаю, наводять на думки, що цього не буде. Мы даже помним, что на своей пресс-конференции Путин тоже это комментировал. И, собственно, как обычно он любит это делать, он перекладывал всю ответственность на украинскую сторону. Что типа сначала договорились, и вот его просили, он даже позвонил, а потом Украина поменяла списки, и вот теперь там, условно говоря, все решать должна украинская сторона. Если она будет срывать, то они и сорвутся. Да? Вот это его версия. Мы понимаем, что это вот опять-таки это альтернативная история. Да? Путин вообще на своей пресс-конференции в новом амплуа выступил такого творца альтернативной истории. То есть весь мир знает, как на самом деле происходит, а он убежденно нам рассказывает совершенно другие версии. Вот и версию обмена пленными он свою сформулировал. Будет очень печально, если действительно этот обмен не произойдет, потому что, на мой взгляд, если он не произойдет вот в эти праздничные дни, то он и вообще в ближайшее время не произойдет. Дякую вам за відповіді. Хочу дещо ще торкнутися питання, безумовно, доленосних подій в Російській Федерації. Це стартувала передвиборча кампанія і скоро вибори в Росії. На вашу думку, хто переможе, хто найімовірніший кандидат? Разве есть какие-то сомнения? Разве что, если вдруг до 18 марта на Москву или там на Рублевку или еще куда-нибудь, где находится Владимир Путин, упадет Тунгусский метеорит новый, но пока это достаточно невероятное событие, поэтому то, что это просто очередное переизбрание Владимира Путина на очередной президентский срок, это мы все прекрасно понимаем, и, собственно, вся интрига, которой нет в этой избирательной кампании, она будет связана с тем, кого же все-таки зарегистрируют как кандидатов, и, собственно, какие будут цифры, то есть сколько людей придет на выборы, сколько процентов получит Владимир Путин. Вот буквально несколько дней назад был новый слив указаний из администрации президента, что в Московской области
есть указание обеспечить явку 70%, а результат Владимира Путина 83%. Вот это какие-то такие цифры, про которые можно думать. Ну и плюс, конечно, кто займет второе и третье места. Вот и все, собственно, новості, які можуть бути в результаті цієї кампанії. Ну, така розвага невесела, як на мене, тому що Абсолютно. немає тієї інтриги, про яку ми говоримо. Тим не менш, кандидати, вони активізувалися, і, як це не дивно, там не тільки Путін. І якщо там Україні найбільш відомі, це, звісно, Навальний, такий голосний опозиціонер, і Ксенія Собчак, то також не варто забувати про Жириновського, там, Євлінський, ще декілька, там, якщо чесно, я переглядала список, і там є актори, журналісти, ну, тобто все. Ну, як обычно. Але спортсменів нет? Спортсменів немає, є продавчиня. Є, ну, спортсменів, ну як без спортсменів, то як-то непорядок, треба обов'язково. Ну, от бачите, отак. Ну, тим не менш, на вашу думку, якщо говорити не про Путіна, а про інших кандидатів, у кого найбільший такий рейтинг з них, з-поміж них? Ну, наибольший рейтинг, конечно, у Навального. И, собственно, буквально в ближайшие дни интрига с Навальным будет развиваться, потому что на это воскресенье, 24 декабря, планируют провести Алексей Навальный целых 20 инициативных групп по своему выдвижению кандидатом в президенты. И мы уже примерно представляем, как будут этому противодействовать. Там в разных городах по-разному. Например, в Саратове уже сегодня на это собрание инициативной группы пытаются сделать из него несанкционированный митинг и таким образом полицейским его разогнать. Поэтому 24-е будет точно достаточно веселым днем. Плюс, опять-таки, 24-го в Москве муниципальные депутаты пытаются организовать День свободных выборов. И понятно, почему 24-е. Это такой достаточно знаковый день, потому что 24 декабря 2011 года на проспекте Сахарова состоялся большой митинг 100-тысячный, и на котором люди требовали перевыборов в Государственную Думу, да, которые прошли в 2011 году. Поэтому есть что вспомнить. Такие массовые протесты очень давно в России не происходили. Посмотрим, що буде этого 24 декабря. Очень інтересний день. Якщо говорити про інших кандидатів, це, ну, знову ж таки, напевно, найепатажніша, я не побоюся цього слова, це Ксенія Собчак. Насправді, я маю знайомих там в Москві, які говорять, що переважна більшість росіян ставляться несерйозно до цієї кандидатури. На вашу думку, її розглядають як реального лідера політичного? Ну, дело в том, что она же все-таки не политический деятель. Да, безусловно, она периодически в протестах принимала участие. Собственно, наиболее такая долгая ее протестная история, это как раз когда она появилась на этих самых протестных митингах в 2011 году, в декабре. После этого была история, которая называлась «Координационный совет оппозиции», в которой она избралась. Но как только этот координационный совет почил в БОЗе, то и, собственно, Ксения переключилась на свою деятельность такую в шоу-бизнесе, в журналистике и перестала заниматься политикой. Поэтому я в этом смысле разделяю точку зрения тех, с кем вы разговаривали. И все-таки, да, я понимаю, что в России сегодня политика отсутствует как сфера профессиональной деятельности, но это не означает, что не стоит задумываться о людях, которые этим занимаются постоянно. Может ли стать Ксения политиком? Наверное, может. Но для этого все-таки нужно начать действительно этим заниматься в постоянном режиме. Ну, как это делает Алексей Навальный или Григорий Явлинский. У нас вот есть разные примеры людей, которые постоянно занимаются политикой. И, собственно, Навальный показал, что запрос на вот такую оппозиционную деятельность, он в России не просто сохраняется, а, можно сказать, даже растет. Потому что никто не ожидал таких массовых акций, которые он собрал в уходящем году. Однако произошло это, и это означает, что люди действительно устают от вот этого 18-летнего правления Путина, который уже правит Россией больше, чем Брежнев
который для многих был таким, знаете ли, апологетом долгого правления. Подекують, що це вже насправді буде останній термін Путіна, тому що, ну, знову ж таки, такі чутки, і, зокрема, Ксенія Собчак також задавала це запитання, і вона спростувала цю думку про те, що насправді висувається вона як кандидат для того, аби подивитися, як суспільство реагує на жінку-кандидата, аби через вибори висувати доньку Путіна. І таким чином він передасть владу в руки своєї доньки. Як ви ставитеся до цієї тези? Ну, есть много, периодически ходят слухи про разных преемников. Они ходили и на этих выборах, потому что есть эксперты, которые буквально вот до последнего момента спорили и говорили, что Путин сам не будет выдвигать свою кандидатуру, а будет выдвигаться какой-то преемник. Да, и называется и кандидатура Медведева, естественно, и там Дюмин, губернатор Тульской области, и вот недавно всплыла история с дочкой. Честно говоря, если думать о том, каким образом Путин будет уходить, то сегодня, мне кажется, наиболее вероятным сценарием это, знаете ли, сталинский такой сценарий, когда он будет на своем посту до своей кончины. А вот как она произойдет, мы не знаем. Поэтому не знаю, насколько серьезно можно рассматривать ситуацию с преемником. Повертаючись до розмови про Ксенію Собчак, вчора відбулася відеоконференція з українськими журналістами. Вона відповідала на запитання. Безумовно, найпершим запитанням, яке задали, це питання Криму, окупованого Криму і окупованої частини Донбасу. Тобто гучно про це говорить вона і каже, що от тільки Собчак у цьому просторі з політиків піднімає цю тему. Тим не менш, от ви стверджуєте, що не тільки Собчак, зокрема Явлінський, він зустрічався з Путіним, обговорював цю тему. На вашу думку, як розвиватимуться події от саме з окупованими територіями і які далі кроки? Ну, надо все-таки разделять историю с Донбассом и историю с Крымом. Если историю с Донбассом сегодня на сегодня и, собственно, и сам Путин хотел бы как-то закончить, проблема в том, что никак невозможно придумать такую возможность окончания этой истории, которая не позволила бы ему сохранить лицо. Если бы вот такой сценарий существовал, я думаю, что ситуация уже бы развивалась гораздо более быстро, и, возможно, вообще военные действия на востоке Украины прекратились бы. Но пока, и, кстати, Явлинский во вчерашнем своем интервью РБК говорил ровно об этом, что он поставил вопрос о необходимости прекращения военных действий, и Путин с ним согласился. Ну, мы же знаем, Путин говорит одно, думает другое, а делает третье, поэтому на его слова вообще не стоит обращать внимание. Но, тем не менее, какая-то вот такое понимание, что нужно заканчивать такую острую фазу, оно существует в российском политике. Гораздо хуже история с Крымом, потому что, опять-таки, это было личное, по слухам, решение Путина, именно аннексия Крыма. И достаточно большая группа российской элиты пыталась как-то сдержать его от этого, отговорить. Но Герман Греф, которого пытались послать как такого парламентера, он был даже не был принят, потому что Путин прекрасно понимал, о чем пойдут эти переговоры. Поэтому ситуация с Крымом, на мой взгляд, она начнет разрешаться только после того, как, соответственно, Путин уйдет. А вот когда он уйдет, это мы вот только что обсудили, мы пока не можем понимать, когда он уйдет, к сожалению. Хотілося б це розуміти краще, але поки ми це не розуміємо. Я вас зрозуміла. Дуже дякую вам за відповіді. Це все, що ми встигли запитати у політичного експерта Ольги Курносової. Зараз невеличка перерва, після чого ми повернемося і продовжимо наш ефір, тож не перемикайтесь.